Здравствуйте, этим субботним вечером вас приветствует информационная служба ТНВ, в студии Регина Ягудина. Каким был этот день, сейчас расскажем. Тенденции ассортимента. Продукты свежие и дешевле. Как в республике проходят сельхозярмарки, узнал Дмитрий Аренин. Правила поиска. А в это время уже момент упущен. Как в республике работает поисковый отряд «Лиза Алерт» и кто пропадает чаще всего, выяснял Рамиль Шайдулин. Детскому татарскому телеканалу «Шаян ТВ» 5 лет. Получаем положительные отклики. Мы понимаем, что наша аудитория растет, и к нам тянутся, нас узнают. Как вырос за это время «Шаян ТВ» и с какими достижениями встречает первый большой юбилей, расскажет Вероника Каймудинова. Рустам Минниханов поручил на высоком уровне организовать мероприятие в рамках Дня Татарстана на международной выставке-форуме «Россия». Он пройдет 2 декабря. Сама экспозиция открылась 4 ноября в Москве на ВДНХ. Здесь представлены важнейшие достижения всех 89 регионов страны, крупнейшие российские компании и госкорпорации. Татарстан сделал акцент на мультимедийное оформление. Здесь есть все, чтобы увлекательно провести досуг, а заодно узнать о запланированных в Казани играх будущего. Их презентация состоится на выставке 14 ноября и обещает собрать сотни гостей. Подготовка к основному дню 2 декабря в самом разгаре. Предусмотрена культурная деловая программа, а также тематические дни каждого субъекта Российской Федерации. День Республики Татарстан на выставке определен 2 декабря. Правительству республики необходимо обеспечить проведение соответствующих мероприятий на самом высоком уровне. Гидромедцентр предупреждает об ухудшении погоды. Так, предстоящей ночью и завтра днем ожидаются туман, сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. На отдельных участках дорог возможно гололедица. В начале следующей недели в связи с приходом очередного западного циклона синоптики прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь и сильный ветер. Температура ночью опустится до 0, днем будет достаточно тепло, плюс 7 градусов. Сегодня в Татарстане 10-я ярмарочная неделя. В топе потребительской популярности на смену картофелю пришла капуста. Как говорят, пора квасить и готовить различные соленья. В крупные города различную сельхозпродукцию привезли из 35 районов республики. Только в Казани торговля развернулась на 14 площадках. Напомним, сельскохозяйственные ярмарки в нашей республике уже стали хорошим способом помочь фермерам реализовать свою продукцию, горожанам получить весь ее спектр по льготным ценам. Наш корреспондент Дмитрий Аренин сегодня утром сходил на одну из площадок и узнал, что ярмарка может дать, что называется, не только для тела, но и для души. Уже с 6 утра на ярмарке в поселке Дербышки всем взбодриться помогали артисты. Пели известные российские хиты и любимые татарские песни. На соседних со сценой прилавках особенно приподнятое настроение. Татарстанская самая лучшая. Шаймиф, Айтканча, без булдырмиша, кем булдырсан? Еще до рассвета организацию торговли на этой площадке проверил министр сельского хозяйства. Марат Зябаров обошел все прилавки, пообщался с фермерами, посмотрел, какие товары привезли и какие на них выставили цены. Здесь они ниже рыночных. И погода, и сочетание, все это довольно-таки хорошо. По другим площадкам также замечаний за прошедшие ярмарки тоже не имеем. Мы еженедельно анализируем. Пока рекомендованные цены у нас не поменялись на ярмарочных площадках. Все рекомендованные цены, которые есть, они все у нас держатся. Ну, продукция, она немножко меняется. Сейчас уже овощей поменьше привозим, потому что уже закупились. Свою продукцию на эту площадку привезли фермеры из Алькеевского, Аксубаевского, Арского и Мамадышского районов. Также из Кукмара по просьбе горожан доставили валенки и войлочные сапоги. Среди овощей на авансцену вышла капуста. Как говорят, пришла пора квасить и готовить соленья. По соседству кочаны разных размеров и сортов. Пекинский выращиваем мы его уже давно. На сегодняшний день, когда начали выращивать народ, а сейчас уже с удовольствием.
И цена приемлемая, на сегодняшний день 70 рублей, нормальная цена. Очереди на ярмарке выстраивались за мясом, молоком, рыбой. Как говорят, это потому, что все свежее и натуральное. Здесь прям все хорошо у нас. Каждую неделю молоко покупаем, вот так. Котек делаем. Красота. Продукты свежие и дешевле. Вот эта мука вообще на рынке, в магазинах дорого, а здесь дешевле. Насколько? Рублей на 10-12, наверное, килограмм. Покупатели на ярмарке бесплатно угощали горячим чаем, оладьями. Очень нравится. Со следующей недели на сельхозярмарке обещают привезти гусей, любимые лакомства татар на Новый год. В крупных городах республики специальные торговые площадки будут работать каждую субботу, вплоть до 23 декабря. Дмитрий Аринин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Ситуация на молочном рынке Татарстана стабилизировалась и наблюдается небольшой рост. Об этом сегодня сообщил глава Минсельхоза Марат Зябаров. Средняя цена молока у сельхозпроизводителей составляет 29,5 рублей, что почти на 4 рубля выше июльского значения. По сравнению с прошлым годом суточное производство молока выросло более чем на 400 тонн. География поставок нашего молока обширна, от Санкт-Петербурга до Свердловской и Перми в России до рынков Центральной Азии. В Татарстане продолжается переработка сахарной свеклы. На заводы поступило более 1 миллиона тонн сырья. Это более 60% от урожая. Буинский сахарный завод из-за переизбытка сырья останавливал приемку на 7 дней, чтобы разгрузиться и переработать сахарную свеклу. Из-за этого отклонились от графика. Сегодня приемка восстановилась, и завод работает в штатном режиме. С начала сезона произведено 119 тысяч тонн сахарного песка. Выход сахара в среднем составляет 15,7%, что также на уровне прошлого года. Александр Ильич, у нас 5000 гектаров подсолнечника осталось и 700 гектаров кукурузного зерна. Ну вот морозы пойдут, буквально оперативно мы все это уберем. Свеклу мы полностью убрали. 1100 гектаров у нас осталось свеклы, там работа ведется. В Татарстане продолжаются поиски 84-летней жительницы Зеленодольска Сании Сибгатуллиной. 2 недели назад она вышла из дома встречать внучку. С тех пор ее так никто и не видел. Поиском занимается отряд «Лиза Алерт». В этом году они нашли уже больше 700 человек. Чаще всего теряются мужчины средних лет, пожилые и дети. 170 малышей и подростков в этом году были найдены только благодаря поисковикам и волонтерам в Татарстане. 2 ребенка погибли. Почему дети уходят из дома? Куда звонить, если ваш близкий человек потерялся? И почему делать это нужно максимально быстро? А миф о 3 днях не соответствует действительности. Ответы на вопросы искал Рамиль Шайдулин. 99, Сталинград. Принял. Каждое слово здесь на вес золота, ведь от верно переданных координат зависит жизнь человека. Члены поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски Сании Сибгатуллиной. 27 октября, отправившись встречать внучку из музыкальной школы, 84-летняя жительница Зеленодольска пропала. В эту же ночь на поиски пожилой женщины отправились волонтеры. Не найдя и следа в городской застройке, «Лиза Алерт» приступили к изучению лесополосы. Пока вестей нет и оттуда. Зато на этой неделе нашлась пропавшая жительница Мензелинского района Дарья Белова. 19-летняя девушка отправилась в Челнинскую поликлинику и больше не выходила на связь. Поисковикам понадобилось 2 суток. Ее нашли живой и невредимой. Вообще, чаще всего пропадают мужчины средних лет. Такой портрет примерно. Достаточно часто пропадают пожилые люди. Ну, в том числе и дети, конечно же. Ну, благо, что дети находятся достаточно быстро. По данным «Лиза Алерт», ежегодно в республике пропадает от 800 до 1000 человек. К ноябрю этого года отряд отработал 774 заявки. Почти 90% городские поиски. Понятно, чем больше людей, тем больше вероятность потерять то, что будут потеряны люди. И следующий момент, чем больше город, все-таки тем больше знают об отряде, тем чаще обращаются в отряд. Пугающая тенденция – потерянные дети. В этом году в республике поисковики нашли 170 малышей и подростков. Судьба 4 до сих пор неизвестна, 2 ребенка погибли. Основные причины, говорят в отряде, банальные. Ребенок может загуляться на улице, засидеться у друга и попросту заблудиться. Но бывают и другие причины. Одна из них – взаимоотношения с родителями. Часто уход из дома, демонстрация протеста или просто синдром бродяжничества. В основном этим грешат мальчики. Мальчики, да, они склонны к бродяжничеству больше. У девочек
может возникнуть это на фоне какой-то романтической влюбленности, да, которые, ну там, вот эти гормональные качели тоже, да, это с этим связано. На это тоже нужно обращать внимание. В октябре 2019 года мы рассказывали, как в Казани искали 10-летнюю девочку. Ребенка обнаружили в этот же день в одном из торговых центров. В январе прошлого года город искал 10-летнего мальчика. Возможно, если увидите, звоните в полицию, хорошо? Ученик 48-й школы вышел после уроков, но домой так и не вернулся. К поискам подключились десятки добровольцев, полиция и следователи. Живым и здоровым мальчика нашли спустя сутки. Хуже, когда родственники пропавшего самостоятельно в течение дня ищут его. Световой день заканчивается, ресурсы у них заканчиваются. Они не знают, что делать дальше и как быть. Соответственно, тогда они уже обращаются за помощью к сотруднику полиции, поисково-спасательному отряду, а в это время уже момент упущен. Первые минуты самые драгоценные. Чтобы их не упускать, в Лиза Алерт советуют сразу обращаться к ним и звонить в полицию. Не ждать 3 дней. Это миф. Правоохранительные органы обязаны сразу зарегистрировать заявление. По номеру 112 информацию сразу же передадут поисковикам. Выйти на Лизу Алерт можно через их портал, группу ВКонтакте и по номеру 8 800 754 52. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. В Татарстане начала работать новая республиканская программа «Забота о своих». Она объединила на единой площадке все меры поддержки участников спецоперации и их семей в Татарстане. Узнать о них можно на сайте забота.сво.татар. Здесь размещена информация о федеральных, республиканских и муниципальных формах помощи. Также разработан чат-бот в Telegram, который в ответ на запрос оперативно присылает информацию по нужной категории. Перейти на ресурсы можно, отсканировав QR-код, который указан на экране. Что такое производительность труда? Какую поддержку сейчас получают промпредприятия? И как это сказывается на оптимизации производства? Об этом журналистам рассказали в промышленном центре республики Набережных Челнах. Здесь 61 предприятие участвует в национальном проекте «Производительность труда». И уже есть первые результаты, об этом в нашем репортаже. Это производственная площадка компании «Кама-Энергетика». Они выпускают газопоршневые дизельные электростанции и силовые установки. За год оптимизировали процесс. Летом 2022-го предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда». Создали пилотный участок, где используют инструменты бережного производства. Как пример, внедрение системы 5С, внедрение стандартов выполнения операций. Эти улучшения влияют на повышение эффективности работников и, соответственно, повышение эффективности всего производственного процесса. Это уже автомобильный завод «Раритек». Благодаря нацпроекту оптимизировали процесс производства современных экологически чистых автобусов. Проект также нам помог и получить финансовую поддержку через фонд, специальный фонд. Мы получили хороший грант под 1% на 5 лет. Это тоже нам помогает. Мы на средства с фонда закупили новое оборудование и планируем повысить производительность, повысить количество выпускаемой продукции. Сейчас предприятие в год выпускает около 300 автобусов. В планах увеличить производство до 900. Есть возможность дальше развиваться. Они верят в нас, мы верим в их, поэтому вместе работаем. Поэтому, я думаю, нам предстоит еще много чего сделать хорошего на благо республики. Производительность труда – это самый успешный нацпроект в России, говорят уже за круглым столом. Татарстан из года в год один из лидеров по его внедрению, отмечают в Минпроме. По нашей республике меры государственной поддержки, которые на проект этот выделялось, 637 миллионов рублей. Вместе с тем эффект положительный, то есть от мероприятий, которые у нас на компаниях Республики Татарстан проходило, составил более 20 миллиардов рублей. И такие цифры, то есть до 40%, где-то это средний прирост по каждому предприятию мы видели. Национальный проект «Производительность труда» включает в себя федеральные проекты, поддержка занятости производительности труда на предприятиях и системные меры по повышению производительности труда. В программе нацпроекта бесплатно могут участвовать предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей. Из 233 таких татарстанских компаний 61 базируется в Автограде. Цель этого проекта, конечно же, это лин-технологии, это механизмы бережливого производства. Причем это касается не только производственных процессов, это касается и организационных процессов. Ежегодно список предприятий, участвующих в этом нацпроекте, увеличивается. В 2023-м в него вошли 40 компаний.
Светлана Звонарева, Лилия Гатина, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны. Рустам Минниханов сегодня встретился с генконсулом Кыргызстана в Казани Эриком Бейшимбиевым. Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об открытии Генерального консульства республики в Казани в мае. Рустам Минниханов и Эрик Бейшимбиев обсудили вопросы сотрудничества в рамках дружественных российско-киргизских отношений. Раис республики отметил, взаимодействие Татарстана и Кыргызстана идет по многим направлениям. Ряд татарстанских предприятий поставляют сегодня в Кыргызстан свою продукцию. Родник из старинного чупаевского камня, скульптуры радиолярии и великан во дворе. В Альметьевске отпраздновали 5-летие паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Это творческая инициатива нефтяников, в рамках которой скульпторы и архитекторы со всего мира внедряют свои арт-объекты в городскую уличную среду. С 2018 года для парков, скверов и дворов Альметьевска было создано более 40 муралов и скульптур. Сегодня кураторы программы представили журналистам новые объекты. Центральным стал родник в микрорайоне Бегаш, построенный в честь 75-летия с начала добычи нефти на ромашкинском месторождении. Символично, что сверху каменная постройка напоминает ромашку. Скульптор соорудил ее из чупаевских камней. В конце 50-х именно из этой горной породы строили первые альметьевские двухэтажки. Камень, который возник еще раньше всего, что тут было, раньше, чем люди заселились. В общем, самая такая старинная, древняя порода. Для нас это было важно, чтобы камень из каких-то исторических построек Альметьевска перешел в исторический родник, то есть такое память места какой-то, память истории. И для меня вообще было важно, чтобы родник был такой какой-то формы, чтобы как будто бы он тут был всегда. В рамках нашей паблик-арт-программы проводятся бесплатные экскурсии для жителей и гостей города, поэтому мы проводим как пешие, так и велосипедные экскурсии. Велосипедные экскурсии проводятся в теплое время года, летом, весной, осенью, по разным маршрутам, созданным в рамках паблик-арт-программы. Телеканал «Шаян ТВ» завтра отметит свой первый большой юбилей. 5 лет, как в медиапространство официально запущен первый в мире детский телеканал на татарском языке. Сегодня его зрительская аудитория 15 миллионов человек. Главные герои канала – это дети, любящие и разговаривающие на своем родном языке. Каждый день ребята сами создают уникальный контент на татарском, как для самых маленьких зрителей, так и для подростков. Десятки программ собственного производства, сотни дублированного контента, телевизионные конкурсы и награды федерального уровня. Как за 5 лет вырос «Шаян ТВ» и с какими достижениями встречает первый большой юбилей в репортаже Вероники Гайнудиновой. За все эти 5 лет много чего интересного произошло. За 5 лет вместе с Шаяном вырос и Ильдар Гиниятов. Тогда юный ведущий канала стал прототипом главного героя – озорного и любознательного мальчика Шаяна. В 2018-м он встречал Рустама Минниханова на запуске первого детского татарского телеканала. Бибейта, президент скоро была. Сема? Биби, сайлау, 20 yılda Сегодня Ильдар уже 14 лет, рассуждает по-взрослому и знает, чего хочет. Сейчас думает над созданием своей авторской программы. Мир детского телевидения увлекательный, говорит он, поэтому чувствует большую ответственность. Все, чему научился, уже передает малышам. Лично я научился писать тексты, придумывать разные монологи, так сказать, что ли, импровизировать, показывать эмоции и научился многому благодаря «Шаян ТВ». «Шаян ТВ» – это телевидение, сделанное руками детей и для детей. Так говорят сами ребята. Старт первому в мире детскому каналу на татарском языке дали 12 ноября 2018-го. Так он начал показывать нон-стоп и пришел в каждый дом и каждую семью. Важность телеканала в изучении татарского языка неоднократно подчеркивал Рустам Минниханов. Это была его идея – объединить всех татарских детишек возле телеэкранов. Главная задача – этот канал должен быть востребован, интересным, потому что язык через игры, через какие-то интересные материалы лучше осваивается. И я думаю, что и родители правильно оценят, чтобы дети пользовались вот этим интересным каналом
Шаян ТВ. Оценили на самом высоком уровне и смотрят ежедневно. Цифры говорят сами за себя. Аудитория канала сегодня 15 миллионов человек смотрят в Татарстане, в регионах России и по всему миру. Это признание, определенное признание их заслуг. Они, конечно, очень много сделали. Они добились огромных успехов. У них очень хорошая аудитория, она растет. Это аудитория, которая растет, зная татарский язык, зная татарскую культуру. И это будущее нашей нации. Мы получаем положительные отклики. Мы понимаем, что наша аудитория растет, и к нам тянутся, нас узнают. И это становится для нас самой главной оценкой. Шаян ТВ сегодня это десятки программ собственного производства. Многие успешные проекты реализуются при поддержке комиссии по родным языкам под руководством Марата Ахметова. Телевизионные фестивали исполнителей татарской песни «Сейлян» прошел в этом году в 5-й раз. Песни конкурса «Балашак» жиры песни детства выходят в массы и уже проводят одноименные концерты для зрителей. На международный конкурс «Татарсуза» прислали заявки больше 3000 людей. Премьера этого года цикл программ «Яраткан Шигер. Любимое стихотворение». Проект воспитывает у детей уважение к татарской литературе, знакомит с творчеством писателей. В студии дубляжа телеканала в год переводят и дублируют 1000 часов контента. Это лучшие мультфильмы. Их озвучивают дети вместе с известными артистами республики. Переводят и напрямую с языка оригинала – английского, турецкого, португальского. Шаян ТВ активно развивает социальные сети и платформы. На видеохостингах больше 2 миллионов просмотров. Для интернет-аудитории под ее запросы телеканал создает специальный видеоконтент. Звуки животных на татарском, кыйрыклы шаршилар, проекты Шаян Саннар и Шаян Элифба. Программы только появились в интернете и сразу начали набирать большие просмотры. На Шаян ТВ работает школа телевизионных блогеров и школа артистов дубляжа в онлайн и офлайн форматах. Вечерние сказки. Производитель телерадиокомпания «Новый век», город Казань. Канал-вещатель Шаян ТВ. Проекты телеканала ежегодно становятся победителями федеральных конкурсов. Телевизионная премия «ТЭФИ Кидс», фестиваль «Включайся», Шаян ТВ, лауреат престижной республиканской премии имени Мусы Джалиля. Побед, как и проектов, много. Самое главное, все помогают изучать родной татарский язык. Шаяну всего 5 лет, а он уже лучший друг детей. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. Завершим выпуск традиционной рубрикой «Айда Татарстан». В начале недели мы отметили День Конституции Республики, до этого День народного единства. Наша рубрика отражает, как в мире и согласии живут все национальности. О том, как народ бережет то, что для них сохранили предки, расскажет Рамиль Шайдулин. Еще не сошел снег, но на улице по-настоящему жарко. Ведь так встречают главный праздник тюркских народов Наурус. Мне очень тут нравится интернациональность. Тут есть каждый народ. Ты можешь и всеми общаешься, каждым подходишь, танцуешь. Многонациональность – богатство Татарстана. В республике свыше 173 народов. Больше всего татар, русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев. Возможность сохранять и развивать свою культуру есть у всех, даже у самых малочисленных. В честь установки СРГ на территории Татарстана Уруй! Уруй! Вот так древние традиции предков в Татарстане сохраняют якуты. Они установили первый СРГ. Так называется коновязный столб северных народов, который обычно ставят у дома и в священных местах. Для нас это очень отрадно, радостно, потому что мы можем сюда уже звать наших местных татарских друзей, презентовать их. Наконец-то они познакомятся с нашей культурой, традициями, увидят, как у нас все праздники проходят. Кроме того, что надо веселиться в этот праздник. Так татарстанские евреи отмечают один из важнейших праздников в иудаизме – Пурим. В этот день принято помогать ближним и малоимущим, а еще обязательно веселиться. Особенность Пурима в Татарстане – главный раввин республики Ицхак Гарелик всю службу ведет в татарском национальном костюме. Мы живем здесь в Татарстане, одели наши любимые такой красивой национальной одежды.
Одежду, язык, культуру и даже древние игры и забавы в Татарстане помнят и тщательно берегут. Например, это одна из самобытных традиций татарского народа. Вечерние посиделки аулагы, когда родители уезжали на один вечер из дома, в нем собиралась сельская молодежь, играла в игры, знакомилась, влюблялась. Новость о том, что в гости уехала, например, мини-цапа, тут же разносилась по деревне. Вся молодежь мигом собиралась у ее внучки. Многие там и познакомились, как и мы с моим мужем. 45 лет были вместе. У русского народа такие знакомства часто случались на одном из самых ярких праздников славян – Ивана Купала. Праздник посвящен расцвету природы и летнему солнцестоянию. Издревле в этот день устраивали народные гуляния. В Татарстане на Ивана Купала гуляет вся республика. Праздник нам очень нравится. Очень насыщенный такой, с русским акцентом. Третья по численности национальность республики – чуваши. Их в Татарстане больше 120 тысяч. Главный праздник Уяв они отмечают в федеральном масштабе. На один день в нашу республику приезжают тысячи гостей из разных регионов. Скорее это потому, что я люблю свою культуру и свой народ. И очень важно сохранять и хранить вообще саму культуру, сами традиции, потому что если нет истоков, нет и будущего. Не меньше гостей собирает удмуртский праздник Гронбаттон. Получается, мы народные традиции не забываем своих предков. На мордовском празднике Валдашинясь поют песни, угощают фирменными рыбными блюдами и традиционным калиновым киселем. Какое оно вкусное, попробуйте-ка. Очень вкусно. На марийских семах принято угощать особыми блинами, совершать обряды и приветствовать гостей. Многонациональный Татарстан сегодня пример для многих регионов Российской Федерации, где государственная национальная политика проводится на самом высоком уровне. Все это не сказка, а реальность, которую создают сами народы многонационального Татарстана. Сохраняя традиции предков, приумножают наше общее культурное богатство. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Татарстан. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте интернет-газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дахате. Хороших выходных. Здравствуйте, Исянмисис, в студии Наиль Дахате. В Татарстане характер погоды остается неустойчивым. Подробнее всего через пару секунд. Только до конца ноября Данил Мастер увеличивает скидку на изготовление любой корпусной мебели до 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Богатых Сабах и Кукмаре будет облачно, возможен дождь. Температура днем составит 2 градуса тепла, ночью около нуля. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах также пасмурно. Местами осадки в виде дождя. Днем 2-4 градуса, ночью около 2 градусов выше нуля. В Аксубаево, Мамадыше и Чистополе облачно. Осадки маловероятны. Здесь чуть холоднее. Днем +2, ночью 0 +1. В набережных Челнах, Агрызе и Сарманово будет облачно. Дождей не прогнозируют. Днем до 2, ночью до 1 градуса тепла. Ночью возможен мокрый снег. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево также пасмурно. Днем преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается мокрый снег. Днем 1-2 градуса тепла, ночью 0. В туристических городах нашей республики также ожидается переменчивая погода. В Свияжске облачно, временами дожди, +4 градуса днем и +2 ночью. В Болгаре тоже дождливо, днем 3 градуса, ночью 2 градуса тепла. В Елабуге будет пасмурно, днем без осадков и +2 градуса, ночью около нуля, возможны дожди. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В
столице Татарстана облачно, осадки только ночью. В предстоящие сутки днем будет около 4 градусов тепла, ночью +2. Давление выше нормы 760 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный около 4 метров в секунду. Влажность 85%. Магнитное поле Земли возмущенное. Берегите свое здоровье. Это все о погоде. До встречи.